Баракатах, уважаемые братья, уважаемые слушатели наши, представляю вашему вниманию легенду, можно сказать, я бы сказал, ну, не знаю, я лично восхищен и уже лет 10, наверное, слежу за вашими выступлениями, Салават Ишмухаметович. Вот, например, эти знаменитые кыргызская родословная, к примеру, Ногайская Башкирия, вот это прямо легенды видео, я бы сказал. Уже тысячу раз скидывали и скидывали везде. Я вот Салават Ишмухаметович Хамидуллин, это у нас кандидат исторических наук, башкир по национальности. Салам алейкум, Бекбулат. Очень, скажем, лестно вы меня рекомендовали. Ну ладно, давайте попытаемся сегодня, скажем, сделать интересный эфир. Спасибо вам большое за то, что вы согласились. С каждым таким человеком, который имеет научные звания, достижения какие-то, повышается уровень канала. Я скоро, наверное, удалю все предыдущие свои видео, потому что они как бы понижают немножко уровень. Ну, а, соответственно, вы у нас, конечно, реальная легенда. Вас послушать одно удовольствие будет не только ногайцам, башкирам, но и кыргызам, казахам, татарам, ну и всем нашим родственным братским народам. Но давайте-то начну по традиции. У меня вот, постоянно традиция такая, что обсуждаю сначала связь ногайского и других народов, ну, с кем я общаюсь. С кыргызами ногайско-кыргызские, с вами ногайско-башкирские. Как связаны ногай и башкиры? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, тут в двух словах ты не скажешь. Это отдельная тема большого разговора. Вот даже те две программы, которые мы сделали, значит, вот, о ногайцах и о башкиро-ногайских связях, вот две программы, и то ведь мы там только крошечную, так скажем, долю вместили того, что можно, в общем-то, об этом говорить. Башкиры и ногайцы находились в едином политическом пространстве, ну, значит, до начала 17 века, вот до тех вот известных событий, когда уже с востока появились калмыки, айраты, и вот фактически вот ногайцы были вытеснены как бы с этой территории, вот, и, откатились уже к Волге. Вот. До начала 17 века фактически, по крайней мере, Южная Башкирия находилась вместе с ногайцами в одном политическом пространстве. А то, что в 1557 году, это, скажем, начали входить северо-западные башкиры, северо-западная часть Башкирии после падения Казани и так далее. Ну, то есть это отдельная вообще тема разговора. Вот. И недаром ведь у Рычкова это, скажем, на которую ссылается высказывание Алдара Исикеева, этого знаменитого башкирского старшины Бурзянской волости, ну, фактически владельца Башкирии в начале 18 века, он так и говорил, что вот башкиры и ногайцы некогда были одним народом. Вот. Ну, это вот его высказывание, потому что они находились в одном политическом пространстве, в одной, так скажем, политическом образовании, которое называется Ногайская Орда, и весь башкирский фольклор, он переполнен, так скажем, воспоминаниями об этом периоде. Вот потом вот этот пласт башкирского фольклора, эпического наследия, связанный, так скажем, с Ногайской Ордой, там башкиры имеет же свой тоже эпос, да, то есть Идукай Мурадым, то есть и Идигей, и Нурадын, так скажем, да, если чисто по-ногайски говорить, это фактически ногайский эпос, который, в общем-то, был башкирами переработан на свой лад, ну и вот это такой отголосок общего наследия. И опять же, масса всяких преданий, 40 ногай батыра, 40 ногайских батыров, там Таргын, там Капланде, все это, короче, это есть. Вот даже если брать по вот этому, значит, плане эпического наследия. Ну и, соответственно, наверное, вот у нас у башкир более 50, около 50, так скажем, родовых образований, или племенных, по-другому, по-разному называют, кланов, там, властей и так далее. И вот во многих из них мы видим вот обязательно, особенно в таких крупных башкирских кланах в составе, таких как Бурзян, там, Табын, Кыпчак, вот обязательно есть подразделение Нугай. Это как раз вот те ногайцы, которые, скажем, не все же ногайцы ушли из Башкирии, многие остались,
вот, влились в состав башкирского народа. Даже целая волость у нас кубалякская есть. Вот, это современный Учелинский район, и стык Учелинского и Абзелиловского. Бывшая кубалякская волость, башкир рода Кубаляк, вот, основателем этого, вот этой Кубаляк волости, это Нагаец был Кубаляк. Вот, Нагаец Кубаляк, и вот в составе башкирские волости, они ведь как? Они же все этнонимический характер названия имеют. Тут кипчакская волость, тут понятно, это кипчаки были там. Бурзянская волость, понятно, там древняя такой, значит, этническая общность, бурзяне там и так далее. Там Катай или Табын, это все понятно. И только две были волости в составе Башкирии антропонимического, значит, характера имела вот Кубаляк по имени человека, Нагайца. Вот. И Надирову волос, там, Надир Уразметов, там, башкирский Тархан, вот по имени двух человек. Вот возникает вопрос, ну, нам, нагайцам, не стыдно совершенно входить в башкирский народ, например, кыргызский народ, казахский народ, это нормально. Даже мы в татарском народе тоже представлены, в принципе. Нагайский период, как вы выразились, он, в принципе, есть практически во всех тюркских народах, включая даже Турцию западную. Башкиры, по-моему, насколько я знаю, вернее, очень древний народ. Он же еще до нашествия монгол был, да? Ну, это да, да. В персидских и арабских сочинениях с 8, 9, 10 веков мы точно это уже видим, конечно. Да, Башгирт, там конкретно было написано. Да. После монгольского нашествия вот это все, так сказать, крошево из этих племен, ведь монголы там прошлись так, что от Дашкипчака фактически там просто какие-то осколки народов. И вот это крошево там начало, оно уже под общим вот названием Кипчаки, хотя, может быть, там даже это, собственно, не собственные Кипчаки были, а просто, так сказать, такой политоним, под которым они вошли в историю, они стали, в общем-то, такими составными частями у многих народов, да, складывающихся. У башкир поэтому как бы два пласта вот таких этнических. То, что было древний пласт, который домонгольский, да, который складывался вот из автохтонного вот этого населения Южного Урала, оно не обязательно было тюркским. Там были, значит, сарматы-аланы, допустим, вот как вот племя бурзян. Там были финно-угры, или, вернее, даже угры, скорее всего, да, там енейцы там, и так далее, вот эти остатки Великой Венгрии. Вот, и потом пришли тюрки, собственно, носители этнонима башкор, они объединились, все дали. Вот это до монгольский пласт, и потом уже золотоордынский пласт, это вот как раз остатки, вот эти куски вот этого улусу-джучи, из которого потом складывались, значит, нагайская народность, в том числе казахская народность, и вот кусок вот этой, значит, улусу-джучи, он также и попал, значит, в состав башкир, он тоже сейчас вот золотоордынский пласт в этногенезе башкир, он, в общем-то, это значительный. Насколько я знаю, да, башкиры, казахи, ногаи, кыргызы, еще, может быть, там другие народы некоторые есть, в отличие от татар и узбеков, имеют какую-то родовую систему. А чем родовая система башкир отличается, допустим, от казахской и от ногайской? Это нас объединяет, а вот что у нас как бы отличает? Ну, по узбекам я бы так не стал бы говорить. Все-таки у них до 19 века у них были кочевые узбеки, которые имели родовое деление. Допустим, вот династии, которые правила Каканским ханством, минги были, в Хиве правили, значит, кунграты, в Бухаре правили мангыты, кстати, мангытская династия. Этот эмир Бухарский был. Вот, у них в 1920 году убили. Да. То есть у них все-таки родовая структура. А вот у кочевых узбеков, даже кипчакских узбеков сохранялась. У сартов, да, там, значит, сарты, они численно превосходили вот этих узбеков. У них, конечно, у сартов не было, но у кочевых узбеков это было все-таки. Поэтому совсем их так со счета сбрасывать не надо. Ну, а сарт это примерно равно татар получается, да? Ну, сарт нет, ну не татар, но это просто это вот оседлые, значит, вот то, что веками складывалось, вот это тюркоязычное и фарсоязычное население, оно до конца, вот у них даже во многих регионах они не имели, в общем-то, такой конкретной, скажем, идентичности, потому что были билингвами, то есть говорили и на фарси, и на тюрки. Вот. Потом, когда вот образовалась, скажем, Узбекская ССР, те сарты, которые остались в составе Узбекской ССР, стали узбеками, а те, которые, например, остались
в составе Таджикистана, те стали таджиками, понимаете? То есть у них такой не было четкой, скажем, этнической привязки, поскольку вот этот слой оседлого населения, он складывался там на протяжении там, тысячи лет, там, когда еще первые тюрки стали, в период тюркского каганата, карлуки особенно, стали оседать в Азии, в Средней Азии, оседали, стали становиться земледельцами, входили в этнические контакты с местным иранским населением, фарсианами и так далее. То есть, и вот тут такой большой слой оседлого населения он сложился. Ну вот, кстати говоря, возникает вопрос по этому. Я, конечно, вас прерывал по поводу башкир, не рассказали еще пока. Мы продолжим потом. Да. Ага, язык тюрки, то есть старый тюрки язык, он больше татарский, вот как татары говорят, старо-татарский, или все же, не знаю, во-первых, общий тюркский, скорее всего, а во-вторых, он современный литературный узбекский язык, к примеру, да? По-моему, больше похож на тюрки. Ну, примерно вопрос понял, да? Татарским языком его не называли, вот как Рычков пишет, что им совершенно это незнакомо, а когда говоришь, там татарча белясым, они говорят, мы не понимаем. Туркича, говорят, да, туркича, беляман. Вот. Поэтому надо смотреть, как он сами называли, как они сами, носители этого языка, позиционировали этот язык. А он позиционировался только как тюрки, предки, башкир, нагайцев, значит, казанских татар и так далее, вот Урало-Поволжские тюрки, вот, казахи, наверное, в какой-то степени, потому что говорить-то все говорили на разных своих диалектах, да, там, вот, а писать-то писали на одном языке. То есть казах мог говорить жахсе, например, хорошо, жахсе, но на письме он напишет яхше, например, понимаете, то есть также и башкир там, он мог говорить как угодно в живой речи, но были определенные, значит, вот эти литературные нормы, которым, значит, все придерживались, поэтому неуместно называть его там старо-татарский, ну, толмачи русские, да, называли, вот татарским письмом написал там такой-то князь Едигей, условно, да, написал нам грамоту татарским письмом, например. Но это же не значит, что если там русский толмач называет это татарским языком, так оно и есть, понимаете? Нагайцев тоже называли нагайские татары, азербайджанцев называли азербайджанские татары, кумыков называли дагестанские татары, к примеру. Они за это татарами же не стали. Скажете еще, ну, небольшую тему затронем. Юртовские татары, ногаи, это татары или ногаи все-таки? Ну, это, конечно, нагай, но это же совершенно очевидно. Это, ну, просто, ну, я даже удивляюсь, что люди есть какие-то, которые еще, в общем-то, в этом сомневаются. То есть, откуда здесь, значит, взяться? Вот, и потом, если мы говорим татар, кого мы имеем в виду, опять надо понимать, кого мы имеем в виду. То есть, что в какой-то, значит, в 17 веке там, или раньше, там, или позже, я не знаю, какое-то было переселение, что ли, из-под Казани сюда группа населения какого-то, что ли, там, такого массового, как тогда, значит, в источниках мы не видим, чтобы там казанская чуваша, то есть как вот предки казанских татар фиксируются в источниках, чуваши под там Астраханью, их нету. Откуда им взяться, значит? Вот, были там потом уже в советское время отдельные переселения, ну и просто, как и всегда, значит, и определенные люди, значит, мишарской национальности переселялись и так далее. Но это же как бы единичное вкрапление. А по документам мы четко видим, что под Астраханью жили всегда юртовские нагайцы, которые там остались. Вот это еще вот самый тот период, когда Поволжье входило в состав московского государства. Вот как они остались, так и живут. Вот. Мы видим их и в 17 веке, и в 18, и 19. И тем более, когда сейчас мне показывают, я окончательно убедился, показали мне метрики, где вот все черным по белому написано. Юртовский, Нугай. Юртовский, Нугай. Все, значит, что еще надо? Вот. Причем еще там махаля расписан, там кто с какой махали, там Кунград, там еще какой. Там, даже, в общем-то, вот в таком виде, скажем, реликты вот этого родового деления даже у них сохранилось. Вот. Поэтому, что тут спорить? Тут спорить, собственно, не о чем. Бывают такие люди, которые, ну вот они просто ангажированы, скажем, на чей-то, в данном случае, казанский политический проект, но это же исторически так вот в советское время только сложилось, когда вот было, скажем,
татарское образование было распространено на юртовских нагайцев. Естественно, там произошел там определенный дрейф этнического самосознания. Вот. Но это же история, ну это с каких времен? Это же несколько десятилетий всего лишь назад и так далее. Вот. А до этого они там 1000 лет там были нагайцами, да, ну так же. В общем, пусть, это же люди должны просто понимать, я понимаю, многим психологически трудно вот через это перейти. Вот он человек, да, учился там, значит, татарскому языку, потом учился в Казани и так далее, но психологически это трудно, но это неизбежно. Это неизбежно, это все равно, значит, что бы они ни пытались сделать, все равно вернется к своим истокам это дело. Потому что вот уйдет это поколение, которое училось в Казани, ну и все, и на этом все это кончится. Но зато наше достояние будет уже у татар официально в Казани. Татарским это назовется. Оно называется уже, по идее. Давайте попробуем. Танцы нагайские, например, уже названы татарскими. Ну нет, это уже зависит от того, значит, как сами себя, значит, нагайцы. Нужно просто отставить свою самобытность. Ну сколько, они же не смогут это постоянно отрицать. Если, значит, нагайцы постоянно будут... Я понимаю, но все же, если там, допустим, 10 нагайских ученых переехали туда, получили там степеня, кормятся с рук казанских ассимилянистов, да, к примеру, выпускают книги под своими фамилиями, именами, называют себя татарами, в Казани все это дело происходит. Итог такой, что на основе этих книг через 10 лет, через 20 лет, через 50 лет они смогут там легко доказать. Где ваши доказательства, скажут? Мы скажем, у нас нету. Мы скажем, у нас наши уехали в Казань и там делали. Ну, докажите. И мы ничего не докажем. Ну, вот, вам смотрите. Надо свои книги писать, понимаете? То есть правильно. Надо. Вот и все. Конечно, да. Вот в советской эпохе наши ученые, они уже постарели. Реально, 60, 70, 80 лет уже. У нас даже сейчас Исаак Апаев, не дай Аллах, уйдет от писательской деятельности. Я даже не знаю, что у нас будет тогда, поэтому надо воспитывать своих новых. Они, в принципе, есть, как бы, да, но в связи с этим, с 90-ми годами, 2000-ми годами тяжело было. Да. Сейчас вот пробиваться трудно, как бы. Все развалилось же, по идее. И издательство там, и все остальное, и школа историческая там, и другая. Давайте попробуем встать на сторону, как правильно говорить, татаристов, наверное, как вы их называете. Татаристы, да? Вам не кажется, что было бы выгоднее нам всем? То есть и башкирам, и ногаям, и кумыкам, не знаю, и казахам российским, там, всем остальным, всем записаться татарами. Тогда же мы будем вообще крутой нацией будем. Там сколько нас? 5-6 миллионов минимум будет? Ну, это же, ничего же это не дает. Что это дает-то? Ну, в реальности. Ну, что это дает? Ну, Казань экономически развиты. Ну, она, может, экономически развита, но ведь она же только на своей территории, значит, она экономически развита. Бюджет Татарстана действует только на территории РТ, на территории Нижнего Поволжья это же не действует. Там какие-то крохи, которые там, вот они выдают ангажированным с ними, значит, вот таким деятелям, но это же ни о чем. Вот. От того, что вы назовете себя татарами, вам же не сделают внутри России огромный, значит, такой Татарстан, да, значит, от Казанского вокзала там, до Татарского пролива, понимаете? Это утопия, конечно. Это ничего не дает, но что толку там, значит, вы все назовутся, значит, ну, во-первых, это просто само по себе глупо. Но с чего ради? Потом, значит, есть история, есть, значит, есть непреложные факты. А с этим что, как быть? Там во имя какой-то непонятной вот сиюминутной идеи мы что, значит, должны искажать историю, что ли? Историю ни при какой ситуации искажать нельзя. Потому что люди уходят и приходят, а она остается. Вот. Поэтому это просто глупо какой-то, я не знаю, эта тема. Это вот эта идея, которую в начале 20 века предлагали там вот эти, все вот эти деятели, там, значит, Галимджан Ибрагимов, там, Каим Насыри, там, и там другие, ну, давно уже пора выбросить. Это отсталость, это начало 20 века, с тех пор уже 100 лет прошло. Они все, значит, топчутся на одном этом, на одном стоят. Это уже не работает. Тогда-то это не работало. Вот сам
образование Башкирской республики, это показало, образование отдельного башкирского национального проекта, который не захотели, в общем-то, никак. Уже тогда это показало, что это не работает. А сейчас, через 100 лет, это тем более не работает. Ну, уже сколько можно уже эту тему жевать-то уже, я не знаю, у них. Но это же ведет в первую очередь деградация их самих, тех, скажем, Ну да, адептов насчет идеологии. насчет деградации я вообще полностью с вами согласен.